А пресс-центр Аусура Яцнацойт, пресс-центр продолжает свою работу. Обснал хабкомиссия Хадахантою Дмитрий Маршан Яхзейтихует Жох Сатерзе, Забжастаху Апсера, Хабхедзара Ахензанейху. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан объявит данные о ходе голосования и о явке к 15:00. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые журналисты. Дело в том, что сегодня к 3 часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало к 15:00 43%, что составило 62 852 человека. По районам и округам у нас данные такие. По городу Сухум, первый округ, 39% 57 сотых. Второй округ, 32%. Третий округ, 38%. Четвертый округ, 38%. Пятый округ, почти 40%. Шестой округ, 57%. Седьмой округ, почти 38%. Восьмой округ, 31%. Девятый округ, 36%. Итого по городу Сухум 43% 13 сотых. Что касается Гагрского района и города Гагра, 10-й округ, почти 38% проголосовало. 11-й округ, почти 42%. 12-й округ, также 42%. 13-й округ, почти 36%. 14-й округ, 48%. Итого по Гагрскому району проголосовало почти 41%. Что касается Гудаутского района, 15-й округ 44%, 16-й округ 46%, 17-й округ 42%, 18-й округ 41%, 19-й округ 40%, 20-й округ 47%, 21-й округ 48,5%. Итого по Гудауте и Гудаутскому району проголосовало 44%. Сухумский район, 22-й округ, 45%. 23-й округ, 42%. Итого по Сухумскому району 43,5%. Что касается Гульрыбского района, 24-й округ, 41%. 25-й округ, почти 39%, 26-й округ, 45%. Итого по Гульрыбскому району 41% с половиной. Что касается Ачамчирского района, 27-й округ, 44%, 28-й округ, почти 43%, 29-й округ, 44%, 30-й округ, 46,5%, 31 округ 41%, 32 округ 36%. Итого по Ачамчирскому району почти 42% проголосовало к 3 часам. Что касается города Ткварчал и Ткварчальского района, 33 округ явка составила 46%, 34 округ 45%. Что касается 35-го округа, это Гальский, там проголосовало 42,5%. Также за пределами Республики Абхазия проголосовало в Москве, в Черкесске, город Москва, 1450 человек к 3 часам, и в Черкесске 1420 человек. Итого, как я ранее сообщил вам, 43% общей явки, что составило 62 852 человека проголосовало к 15:00. Спасибо. Коллеги, вопросы? Дима Гергеб, Хабсу телехопшра. Я официал том информация ала и ганачавираква алхрабстып корджи алхуит рыбжанарталак атулович хочи ядрхом хюр аджи то шуганджет ирзукургладзум хаяшу мария информация уяк пездара айбет пиерубаски черкеска калакеджо
алхратә ҭыԥаҿы ҳаилагарақәа алкаан ҳәа азгәаҭоуп, иара убасгьы анаԥшцәа рнапы зҵаҩу ашәҟәы аҭыхымҭа аинтернет аҿы ицәыргоуп. Иарбан еилагарақәа иалкааз иаҳзеиҭашәҳәарц сҭахын, иҭабуп. Что касается штампов в паспорт, сегодня были обращения из определенных округов по поводу того, что дело в том, что мы заменили краску штампов во втором туре на красную. Вот. Красный штамп для того, чтобы можно было выделить визуально, что человек уже голосует во втором туре по этому штампу, чтобы визуально можно было, чтобы двойное голосование исключить. Вот. Есть определенная партия, которая не совсем качественная была, и через 2-3 часа краска бледнела, поэтому мы дозаправили, и этот вопрос мы уже сняли и отрегулировали. Что касается нарушений, хотелось бы отметить, что была попытка нарушить выборное законодательство и выборный процесс в городе Черкесск. Более 9 актов составлены участковой комиссией города Черкесск, и также нас информировал председатель участка Этлухов и наш представитель Центральной избирательной комиссии, там находится Лаша Шамба. Вот. Он эти акты сфотографировал, зафиксировал и прислал нам. Этим людям проголосовать не дали, так как они поддельными паспортами, не поддельными, а чужими паспортами хотели проголосовать. И все эти акты были утверждены и переданы в Центральную избирательную комиссию. Спасибо. Вопросы? Дмитрий Зурабович, я по поводу журналистов. Первый мой вопрос. Вчера ЦИК Абхазии сделал некую рекомендацию для работников СМИ, да, согласно которой там 5 минут выделено и так далее. В рекомендацию ЦИК члены участковой комиссии, значит, и некоторые наблюдатели восприняли как некоторое правило, согласно которому можно только работать. Я бы хотела, чтобы вы немножечко разъяснили вот эту ситуацию, почему вдруг такие ограничения, или все-таки рекомендации — это небольшое пожелание ЦИКа, но никак не может его ограничивать, вернее, работу. Дело в том, что есть закон, есть инструкция, а то, что мы рекомендовали, это для того, чтобы у наших наблюдателей от кандидатов в президенты была возможность в спокойной обстановке наблюдать за ходом голосования. Вот. Мы ограничили в том, чтобы одновременно несколько бригад не заходили на участок. А по очереди нет проблем, они заходят, по закону имеют право сделать видеосъемку, также сфотографировать, и потом уже в порядке очередности могут другие заходить. Как раз таки именно рекомендация заключалась в том, чтобы одновременно несколько бригад не заходили на участок. А в порядке очереди проблем никаких там нет. Вот. Самое главное, чтобы были условия созданы для наблюдателей, потому что когда мы встречались с представителями кандидатов, которые сегодня у нас зарегистрированы, они просили о том, чтобы мы максимально прозрачно предоставили возможность их наблюдателям наблюдать за ходом избирательного процесса в самом участке внутри. Мой второй вопрос про международных наблюдателей. Скажите, пожалуйста, с чем связано, что впервые на выборах в Абхазии международные наблюдатели прикрепили их конкретному участку, на котором они находятся весь процесс голосования? С чем это связано? Это какая-то тема безопасности или это, ну, для чего? Потому что на участке присутствуют наблюдатели от кандидатов, есть доверенные лица, есть члены участковой комиссии. Спасибо. Дело в том, что мы сегодня можем точно сказать, что более 35 стран были аккредитованы. Это около 120 международных наблюдателей в общем в совокупности сегодня находятся на территории Республики Абхазия. Они ЦИКом никуда не прикреплены, нет такой необходимости. Мы им спектр деятельности предоставили. Есть география 152 участков. Они имеют право, они такие же права имеют, так же как и наблюдатели от кандидатов, вот, и мониторят практически все участки. Потому что дело в том, что в первом туре через средства массовой информации была, нас
иногда обвиняли в том, что мы как-то закрылись в этом отношении, хотя и тогда тоже было более 25 стран представлено, что, может быть, не приглашали, не аккредитовывали, там дезинформация такая была, что мы закрылись, чтобы что-то дезинформировать людей или же заниматься какими-то махинациями. Поэтому мы открыли для международных наблюдателей, и у них сегодня есть возможность любой участок, что в городе, что в районе, посетить, вот, и без никаких ограничений. Если они определенные участки выбирают, считая, что они более уязвимы или, наоборот, какие-то рекомендации нам будут давать, мы рады этому. Самое главное, чтобы они в выборный процесс не вмешивались. Вот. Спасибо. Есть еще вопросы? Агараки, Аракич. Ну вот есть разная информация о том, что происходят какие-то нарушения. Тут коллеги с абхазского телевидения спросили, но какая-то конкретику какую-то хотелось бы узнать. В курсе ли Центр избирком об этом? Значит, ну и вообще в целом, как обстановка? Есть ли жалобы? Зарегистрированы ли эти жалобы? Направлены ли вам? Дело в том, что как раз к 12 часам, когда я пресс-конференцию давал, вопрос стоял о том, что произошло в Аракиче. Я тогда не был информирован, потому что как раз параллельно все происходило. Потасовка произошла между избирателями во дворе участка, не внутри. Вот. И когда сотрудники уже вмешались, отрегулировали этот вопрос, было минут на 15-20 приостановлен этот весь процесс. Вот. Потом они уже отрегулировали, правоохранительные органы навели общественный порядок, и процесс там дальше продолжается. Что касается обращения в Центральную избирательную комиссию, да, у нас обращения зарегистрированы, но они в основном касаются наблюдателей, что по одному или по два человека можно заходить. У нас в законе прописано, что 3 наблюдателя от кандидатов, они прикрепляются к участку, но также в законе прописано, что они в порядке очереди должны проходить. Поэтому некоторые думают, что можно одновременно втроем находиться. Вот. Ну, в порядке очереди, я думаю, проблем никаких с этим нет, но были обращения, что не пускают вдвоем, втроем там, и так далее. Но мы этот вопрос отрегулировали. И что касается того, что фото или видеосъемку делать, по этому вопросу тоже были обращения. Дело в том, что чтобы граждане наши не злоупотребляли этими вопросами, в инструкции ЦИК указано, что фото и видеосъемка запрещена на участке, потому что на первом туре были такие моменты, когда граждане заходили в саму кабину и фотографировали бюллетени. Вот. Возможно, отчитывались перед кем-то, я не знаю, но Центральная избирательная комиссия давала рекомендации, чтобы такого рода фотографии удаляли прямо на месте, для того, чтобы отчета не было никакого. Поэтому, чтобы граждане не злоупотребляли, вот, мы фотографировать решением ЦИК запретили. Вот. Спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов нет. О явке избирателей объявим в 18:00. Спасибо.